в первую очередь надо снимать. Вот я сравнил алтайские наши горы с кавказскими. Вот алтайские горы вот лучше, чем там. Баралы – это символ Горного Алтая. Горный Алтай без баралов нельзя снимать. А Чуйском очень красиво вообще. И страшно, и в то же время очень красиво. И когда едешь прямо, как будто летаешь, что ли. Я думаю, конечно, Шабанов надо снимать. У нас в Горном Алтае в основном население занимается овцеводством. И уже, думаю, в первую очередь надо Шабанов снимать. Горный Алтай невелик по своим размерам. Ну, чтобы увидеть все его богатство, всю его красоту, чтобы объять это необъятное, вам, пожалуй, не хватит всей жизни. Каждую осень отара овец возвращается с летних пастбищ на зимние стоянки. Это Василий Бадакин, Шабан, депутат Верховного Совета СССР. Работа Шабана сложна и опасна. Он должен предвидеть внезапную перемену погоды. Будет ли сегодня метель или буран, или будет ясный солнечный день. Перегонять овец очень трудно. Если одна из них упадет, то и все остальные могут устремиться в пропасть. Самое важное для Шабана – сохранить овец.
Vataniye savunlar bak. Ya olsa yeni var olur diye gözüktü. Ara görüm yadırız. Ara görüm sola basa geldi. Tüm bunda basa yakışır var bize. Yonda bu. Как дела, Василий? Все в порядке? Перегон прошел как? Тебе скоро надо ехать в Москву на сессию. Председатель сказал, что за отарой присмотрит Быкпай. Неге бисмай келди? О, yaxşı, yaxşı. Кошагач – это юго-восток горного Алтая. На высоте 2000 метров над уровнем моря простирается Чуйская степь, полупустыня. Здесь живут алтайцы-теленгиты и казахи. Здесь, в районе поселка Кошагач, расположена стоянка Мамыя Чубаева, одного из лучших верблюдоводов у нас в Горном Алтае. Профессия у него потомственная. И дед его, и прадед разводили верблюдов, и все те, кого он не помнит. Конечно, кто-то из его сыновей тоже пойдет по пути отца. Летом во время каникул дети находятся вместе с родителями, помогают им. Хорошо, когда в семье много детей. Им тогда не скучно. А зимою детей отвозят в село, где они живут и учатся в школах-интернатах.
Мама говорит, что летом дети живут у него на стоянке, а осенью пойдут в школу и будут жить в интернате. Мама говорит, что мечтает, чтобы дети его получили высшее образование. Старшая дочь Айнатай учится в десятилетке. Она хочет быть врачом. Савеле будет учителем, Айбек инженером, Эйдель зоотехником. Мама говорит, что только при советской власти животноводы Горного Алтая стали переходить на оседлый образ жизни, а вообще вплоть до 1936 года некоторые семьи продолжали кочевать. Нате мои барыни есть. У нас в Горном Алтае в некоторых совхозах горных оленей, моралов, из пантов, не успевших окостенеть рогов морала, приготовляют редкое и ценное лекарство – пантакрин.
мен башкын атамыздын жашыштын секилде шаңкырап турсам гармонтап Жастың барутыны жын сезедім, жаш ұлыстар жапсық болуғар, күрінгі көрбе ачық түрігер, күдіжер жараны чечекті жайылғар. Жастың дымы қалтамен уғадым. Это наш алтайский поэт Лазарь Кокшев. Его все знают и любят. Он перевел на алтайский язык Пушкина, Некрасова, Твардовского, Гашека, Бернса и других. Он автор первого в нашей национальной литературе романа «Арина», многих поэм и стихов. Да, я чую весну, да, я слышу ее. Вы, кто брал нас когда-то к себе на колени, не горюйте о веснах, пропевших свое, улыбнитесь весне моего поколения.